Всем привет! Необычное начало видеоматериала. Я нахожусь в гараже возле всем вами знакомой бочки. Вчера вечером варил отопление, полностью заварил, вырезал такой, где-то сантиметров 10 кусок трубы, ставил туда еще одну трубку такого же диаметра и полностью обварил. Труба абсолютно сгнила, видимо, здесь когда-то подтекала водичка и труба полностью прогнила. Нагнал давление в систему воздухом. Система простояла всю ночь. Сегодня утром пришел, открыл краны. Воздух в системе есть, давление не падает. То есть все хорошо сделал. Вот здесь была еще одна батарея. Ее убрал, видимо, старый хозяин. И здесь была врезка. Врезку я убрал. Но, в принципе, врезку недолго сделать, 5 секунд. Что касается инструмента, я вчера сломал кувалду. Вот, кувалда абсолютно была новая. Ручку сделал сам из сосны. Да, я знаю, что сосна это хрупкий очень материал, и из них ручки не нужно делать. Эту кувалду я нашел в поле, гуляя с Астиком, катаясь на нартах. Она была в земле. Кувалда абсолютно новая. Ни разу ей не пользовались. Только сделал ручку и... Да, и она сломалась. Я знал то, что она сломается. Сосна хрупкий действительно материал. Ручку нужно делать либо из дуба, либо из комля березы. Вот. Что касается инструмента. Инструмент мне одолжили на время. Вот. По изготовлению инструмента и этого ключа будет продолжение дальше. Смотрите, как я его изготавливал. Готовьте чаеку, сок и приятного просмотра. Неожиданно мы оказались у Варвары. Смотрю самого себя на большом телевизоре. Так делает Варвара постоянно. Мама, я в телеке. Мама может мной гордиться. Оказались на протоке реки Лена. На реке еще стоит лед. Эта протока не сильно глубокая, где-то по пояс. Местные жители говорят, что ее можно перейти вброд. Здесь добывают песок. Я об этом рассказывал где-то видео 3 или 4 назад. Вот. То есть, местным жителям очень хорошо, которые живут возле берега, вышли летом, искупались и пошли домой. Но здесь один недостаток, то что здесь очень много комаров и мошки. Я надеюсь, нас, когда мы будем купаться, не унесут комары. У нас на Урале очень мало комаров. В основном только в жаркий период и ближе к сумеркам. А нам пора отправляться в путь за запчастями для наших батарей, чтобы доделать наше отопление. Вот на улице не так сказать, чтобы прохладно, но все же есть подморозок. Гуляя по городу, я обратил внимание, что какой-то беспорядок весенний, везде неподрезанные деревья, бардак такой небольшой. Такое ощущение, что я нахожусь не где-то в центре города, а в какой-то деревне. По пути из парка зашли в собачий клуб. Там бесплатно раздавали обувь. Я себе прибрал зимние ботинки. И родственнице еще 2 пары взял. Ей отправлю почтой. Мы с вами находимся на крестьянском рынке города Якутска, республики Саха. Можно, в принципе, обратить, что рынок полупустой. С той стороны еще как-то торгуют с людьми. То есть, торговля идет, люди думают, что рынок закрыт, а на самом деле торговля идет. Вот.
Ну, такая эпидемия, пандемия отразилась на всей экономике нашей страны. Подожди. 920, Почти. мобильный банк. Жеребятина хорошая. Жеребятину тоже продают 800 рублей килограмм. Здравствуйте. Как проходит торговля? Меньше стало народу за последнее время, когда вся эта ситуация с эпидемией отразилась на городе Якутске? Народа вообще нет. Очень мало стало, да? Приезжают те, кто даже думает, что вообще рынок закрыт, оказывается. Да. Ну мы Люди тоже мимо вот. проезжая, приходят и говорят, рынок работает, а мы думали, вообще все закрыто. Понимаете, да? И вообще нету народу. Так-то да, странно видеть, что рынок работает. Мы тоже думали, сейчас никуда не пойдем. Но чисто случайно так зашли. Спасибо вам огромное. Идившись по городу, ехали домой. Накупили себе продуктов. Кучу историю, как обычно, в телефоне. Все, гнали домой. Всем всего самого наилучшего. Купили для сантехники маленько деталей. С покупками не стал показывать, как мы это все покупали. Это все принципиально, банально. Люди каждый день ходят в магазин и совершают покупки. Не трогай мою шапку. Мотанулись в город, взяли прокладочки. Для батарей биметаллических не было. Взяли вот такие, будем колхозить. Но если не получится, то, блин, в ход применим тяжелую артиллерию, герметосу. Больше герметосу, больше колхоза. Что делать, если прокладка не подходит, а магазины закрыты, специализированные по сантехнике, и нету времени искать? Напильник, нестандартная прокладка, паранитовая, испорченная секция, и подгоняться уже по диаметру. Да, это колхозно, но это будет работать. Подготовили поверхность, воткнули прокладочки колхозно. Да, главное, чтобы держало. Убрали старые прокладки. Сейчас герметосом чуть-чуть бахнем, чтобы не подтекали. И собираем секцию. Нанесли герметоз вот таким тонким слоем. Сейчас ставим сверху батарею, затягиваем и втыкаем ее на место. Одна секция отопления готова. Еще так надо проделать с двумя. И все, можно отопление проверять. Собрали секцию, закручиваем заглушки. Кран Маевского тоже закручиваем. И весим батарею на место. Короче, батарея меньше получилась на одну секцию, но это ничего страшного, в принципе, терпимо. Повесили секцию, провели опрессовку воздухом. Воздух не травит. Сейчас пойдемте спустим воздух. Вот, можно следующую секцию вешать. Видите, воздух в системе. Спустили, все, теперь можно следующую вешать, проводить опрессовку. Установили еще одну секцию. Для вас это заняло пару секунд, для меня это заняло 2 часа. Там большой геморрой был с соединением. Так, решил, все нормально. Сейчас буду заливать кипятком. Надо остатки трубы разморозить. Та, что в гараже, оттаяла, а та, что на улице, нет. Сейчас буду очень крутой кипяток заливать. Настал 3-й или 4-й день моих мучений, страданий, любви с отоплением. Вот повесил плитку, прихожу каждые 10 минут, проверяю, чтобы ничего не загорелось. Батарея горячая уже, но еще не разморозилось отопление, не отогрелось точнее. Я ходил, проверял туда на улицу. Где-то половины батареи отогрелась, а половины еще нет. Скажете, умник, так же не делается. Да, я знаю. Но я не люблю
мыслить стандартно. Я хочу думать нестандартно, при этом затратить меньше сил. Вот. Мы оказались с другой стороны. Получается, вот эта труба идет. И туда. Там до половины, вот где полиэтилена нету, там уже отогрелось. Вот. И эта часть тоже отогревается. Там стоит обогреватель. Вот, руку туда засовываешь, там Ташкент, вообще жарко очень. Ладно, продолжается моя эпопея с отоплением. Буду дальше заниматься. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, зовите друзей, специалистов. До скорых встреч. Пока-пока. С вами был Сергей Тихий.